ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 10:30. Сосногорский суд. Впервые в России в ДТП со смертельным исходом обвиняется мастер дорожных работ. 30 июля 2014 года на трассе Ухта-Сосногорск шел ремонт асфальтового полотна. Из-за дождя было решено отложить работу над одной из ям на следующий день. Такой приказ поступил от нынешнего обвиняемого Андрея Жилина. Ему вменяется нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшей по неосторожности смерть 2 человек. Перед ямой не выставлен временный дорожный знак «Объезд препятствия». Перед ямой штробой не выставлено дорожное ограждение и не выставлены сигнальные огни, поскольку установлено, опять же, ВСН, что при недостаточной условной видимости, это сумерки, ночь, должны были выставлены дорожные огни. Этого не было сделано. В дополнение к этому плохая видимость. Около 19 часов вечера шел сильный дождь. В злополучную яму угодил ВАЗ-2101. От удара одно из колес разгерметизировало. Машину выбросило на встречную полосу. За считанные секунды произошло столкновение с Митсубиси. Водитель и пассажир ВАЗа, сидевшие на переднем сидении, погибли сразу. Как показало вскрытие, от множественных переломов и разрыва внутренних органов. 5 человек проходят по делу как потерпевшие. 3 из них остались инвалидами. Мне позвонили в тот день со скорой помощи. Сказали, что моя дочь и ее подруга в тяжелом состоянии находятся в отделении скорой помощи. Мы поехали. Они были подключены к ИЛС, это искусственно, находились без сознания, нас не пустили, так вот и узнали. Буквально через день они улетели с авиации в Сыктывкар на дальнейшее лечение. Там она еще в реанимации почти неделю провела. После чего месяц лежала, и многочисленные операции перенесла. И до сих пор мы ездим и лечимся, и оперируемся. В ту же ночь, когда произошло ДТП, яму заделали. На вопрос, кто отдал приказ, рабочие говорят, не помнят. Сегодня первое судебное заседание. За 2,5 часа успели заслушать гособвинение и 4 потерпевших. Следующее заседание запланировано на 16 июня. Там планируется вызов свидетелей. По делу их проходит более 20 человек. Это не только жители Сосногорска и Ухты, но и картки-росы из Сыктывкара. Показания одного из них обещают быть интересными. У мужчины точно такое же авто, как и у пострадавших в ДТП. Водительский стаж более 20 лет. Но даже это еле спасло мужчину от беды. Обвиняемый, мастер дорожных работ Андрей Жилин, вину признал частично. Инкриминируемая ему статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.